Да, всех спаси Христос. В гостях у нас батюшка, замечательный отец Виктор, и он рассказал хорошую очень историю. Удивительная история, я бы даже сказал. Батюшка сам потерял, не потерял, нет, в Царстве Небесном чада. Сын сейчас, один из 4 детей в Царстве Небесном, который сам добровольно пошел добровольцем и за других свою душу свою положил. Батюшка тоже ездит на Донбасс. Я даже был у старца Зосимы Сокура, сейчас мы выяснили вместе, чуть пораньше меня. И батюшка рассказал мне сейчас историю, удивительную историю. Мы здесь все даже умилились и прослезились. У меня здесь и мама, и вся семья. Хотел я батюшку попросить. Батюшка, расскажите, пожалуйста, эту историю еще раз нам. Ну что ж, почему бы хорошую историю не рассказать? Это была очередная поездка. Кажется, февраль 24 года. У нас была такая приличная колонна, где-то 7-8 машин. Мы выдвинулись из Крыма, двигались по уже известным адресам, практически по переднему краю. И вот однажды на мотоцикле подъезжает некоторый военный и говорит: а вы куда едете? Ну, мы говорим наше направление. Он говорит: у меня тут штурмовики, но надо отклониться от курса километров 8, ближе к линии. Надо им слово какое-то сказать. И вот мы, 3 священника, сели на проходимую машину. Он на мотоцикле провел нас в свое подразделение. Но так как дроны, то он попросил очень быстро все, как-то он выведет людей, поговорить, подарки подарить. И так, минут 15-10, как получится. И вот мы стали быстренько раскладываться, что у нас там в машине было, доставать подарки, иконы, мощи мы привезли святые. Стали ребята выходить с автоматами, значит, выстроились. И, естественно, что следят за небом. И командир предупредил, говорит, что скажите какие-то такие слова, потому что им, в ближайшую неделю придется там частью умереть, потому что штурмы. И, конечно, мы все приуныли, потому что сказать людям, которые идут на смерть, какие-то ободряющие слова очень сложно. И те батюшки как-то вот сказали: мы даже не боимся что-то сказать, давай ты скажи, потому что у тебя сын погиб. И вроде как бы ты должен как-то сойти с ними за своего. Ну и перед тем, как вот это все начинается, ко мне подходит чеченец. Такой лет за 50, бодренький, небольшого роста, такой жилистый, хороший, главное, благоговейный. И так ко мне обращается: батюшка, есть у нас пару минут? Я говорю: пару минут есть, потому что сейчас соберутся. Он говорит: мне очень историю надо рассказать. Я говорю: давай, брат, рассказывай. И он стал так быстренько рассказывать историю. Говорит: вот тут, сколько-то времени, не знаю, рядышком стояло подразделение. Они ушли, а я проходил по тому месту. Смотрю, иконочка валяется в грязи. Это такой ламинат небольшой. Там 3 иконочки. И Спаситель Иисус Христос. И по бокам то ли Архангел Михаил, и, наверное, там Георгий Победоносец, что-то, еще кто-то был там. И он говорит: я поднял, вытер ее, поцеловал и себе в паспорт положил. И в нагрудный карман. Ну и все, и пошел в свое подразделение. Проходит 3 дня. А в этом подразделении еще служит тот нигериец, Ваня, который попал. Кстати говоря, мы его спрашивали: ты почему на этой стороне воюешь, а не на той? Потому что, они по разную сторону. Он нам очень интересную историю рассказал. Он говорит, я его спрашиваю: а по какой критерию вы воюете, за ту или за другую страну? Вы ни то не знаете. А он говорит такую вещь, очень интересную. А мы смотрим, если какая-то сторона не жалеет стариков, мира и детей, то мы идем против нее воевать. И поэтому, говорит, я с русскими. А его зовут Ваня. Так, по-русски чисто. И вот он, я не ожидал, он когда выстроил, я смотрю, я его по интернету видел, фотографию, все, Ваня стоит. Здорово. Вот. И вот я выхожу к ним, потому что батюшка говорит: иди говори. И я выхожу, а они, конечно, за небом следят, автоматы на готове. Значит, и я говорю: братья, я быстро скажу, мы с Урала, мы хотим сказать, что мы там в тылу переживаем за вас, мы чем можем помогаем, что-то привозим тут. Они не реагируют на эти слова. Мы, даже наши ребята среди вас воюют. Даже больше скажу, здесь недалеко совсем погиб мой сын год назад.
И они все глаза опустили, уставились на меня. И один говорит, а как его звали? Я говорю, Ваня. И они отпустили автоматы, и все как по команде перекрестились. Но самое интересное, нигериец Ваня тоже по православному перекрестился. Сказали, упокой Господи его. И дальше вот я говорил, они меня слушали, уже в небо не смотрели. И я говорю, я хочу вам вот что рассказать. Вы, наверное, все, Бога признаете, верующие. Но не всегда вас Бог спасает. Я вам скажу почему. Потому что вы, наверное, когда Бога просите там, спаси и помилуй, тут же отворачиваетесь и матом говорите, ссоритесь, крысячничаете, там еще какие-то вещи некрасивые делаете. А вот хочу привести вам пример Руслана, чеченца, который сейчас ко мне пришел и поведал мне историю. Так вот, он недалеко здесь нашел иконочку. Он ее вытер, поцеловал, себе в паспорт положил. Пришел в подразделение. И потом через 3 суток рассказывает, он заходит в свой блиндаж. Оказывается, что вот этот Ваня нигериец с ним живет. И он мне говорит, я говорю, Ваня, сходи там на кухню или куда, что-то принеси. Ваня отлучился, и в блиндаж прилетает мина. Прямо в блиндаж. Разворотила весь блиндаж, все завалилось, ребята сбежали. Ну все, Руслану конец, надо доставать тело. А я слышу, что они как бы, мне конец, а я слышу, что я живой, значит, начинает оттуда барахтаться, значит. Они увидели, что есть движение, разобрали это, значит, перекрытие, ну, блиндаж, вытащили меня. Видят картину, значит, вся одежда развороченная, броник развороченный, на теле ни одной раны, ничего не сломано, просто контузия есть. И я, говорит, дальше начинаю искать, иконка, где? Достаю паспорт, и вот он мне перед этим достал паспорт, военный билет, 5 сквозных дырок. А вот там, где иконочка была, все цело. И я у него забрал это, в карман положил. И вот когда говорил, я говорю, вот Руслан, вот смотрите на него. Ведь он верующий человек. Мужики говорят, да. Я говорю, ведь он не матерится. Они говорят, да. Он еще не пьет. И когда мы ссоримся, он нас мирит. Я говорю, ну видите, ну вот по всему видно, что Божий человек. А вы почему материтесь? Вот тут иконочку носите, и тут материтесь. Но Богу это неприятно, Он не будет вас спасать. Вы учитесь у Руслана благоговейно относиться к Богу, к святыням. Считайте, что Он на вас смотрит. Не надо материться, тогда Бог будет точно помогать. И Руслан мне говорит, и я в тот момент, когда достал иконочку и увидел эти дырки, увидел эту иконочку целую, он говорит, я понял, что я Божий сын. Да. Так сказал. Да, Я вам хочу сказать, я священник, слушайте. Чтобы человек себя почувствовал Божьим сыном, это надо, я не знаю, какую веру иметь, какое смирение надо иметь и какие чудеса надо видеть. Это не, я редко, когда встречал человека, который говорит, я Божий сын. Это надо с Богом так рядышком быть, прямо, я не знаю, это как на руках у него посидеть. И он говорит, я Божий сын, я Божий сын. Я так за него радовался, я его обнимал, прямо там целовал. И он говорит, я знаю, что будет. Я приеду к себе на родину, и мне мулла, мой духовный наставник, скажет, Руслан, не надо тебе целовать православную икону и заходить в храм православный. Я, к сожалению, обижу его, наверное, но я скажу, дорогой духовный мой наставник, я мусульманин, да, все, но я там был, меня эта святыня спасла, я лучше знаю. Я буду ее носить с собой, я ее буду целовать. Через нее меня Бог спас, потому что я Божий сын. Такая удивительная история. И я ребятам говорю, ребят, учитесь благоговейно относиться к Богу. Не гневите Его. Нам надо научиться не только по слову быть верующими людьми, делами. А начинается все с языка, со слова. Так что, ребят, будем пытаться быть Божьими детьми. Спасибо, Господи, батюшка, вас за вашу любовь, и за то, что вы такое слово несете. Я очень благодарен Богу за то, что такие отцы в наше время есть. Спасибо, Господи, батюшка, вас. Слава Богу. Спасибо, Господи. Господи, благослови всех нас. Ну ладно, все.